Сегодня утром на территории Таджикистана произошло сильное землетрясение. Стало известно о смерти еще одного таджикистанца в Украине. Он был заключенным российской тюрьмы. В Стамбуле начали снос более 300 домов из-за риска обрушения в случае землетрясения. Генсек ООН предостерег от применения ядерного оружия в войне в Украине. Землетрясение произошло в 5:40 по местному времени в Душанбе, трясло около 20-25 секунд. Толчки от землетрясения ощутили жители других регионов Таджикистана. Толчки также ощущались в Китае, Афганистане, Пакистане, Кыргызстане и Узбекистане. По данным американского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от местности Али-Чурмургабском районе, расположенном на востоке Таджикистана. Магнитуда в эпицентре составила 6,8 балла. Информационное агентство Рейтер со ссылкой на китайские телевизионные госканалы сообщает о магнитуде этого землетрясения в 7,2 балла. До настоящего времени какой-либо информации об ущербе, нанесенной этим землетрясением, не поступало. На страничке Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана в Фейсбуке появилась запись: «В Сарезе все спокойно, сохраняйте спокойствие». 49-летний Мухаммад Наби Бачгонов, который отбывал наказание в одной из тюрем города Иркутск за наркооборот, в декабре прошлого года был отправлен в Украину. Был убит в день своего рождения, 20 января 2023 года. Об этом сообщает информагентство «Азия Плюс» со ссылкой на близких покойного. Родные покойного сообщили, что в декабре 2022 года Мухаммад Наби был отправлен на фронт, и за 3 дня до смерти он разговаривал с ними. Мухаммад Наби Бачгонов с 1998 года ездил в Россию, занимался бизнесом. В 2017 году его задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков и приговорили к 12 годам лишения свободы. У него не было гражданства России, и он отбывал наказание в одной из тюрем Иркутска. Близкие Бачгонова говорят, что он сам им сообщил, что пошел на войну в обмен на свободу из заключения. Однако они не верят в это и утверждают, что, скорее всего, он принудительно был отправлен на войну. Тело Мухаммад Наби Бачгонова привезут в Таджикистан, где его похоронят в селе Шергован Тварского района Горно-Бадахшанского автономного округа. В Стамбуле начали процесс сноса домов, которые с помощью быстрого метода сканирования отнесли к наивысшей категории риска обрушения, заявил в Твиттер мэр города Экрем Имамоглу. Чтобы ускорить и поощрить этот процесс, мы предоставляем дополнительные 4500 лир за квартиры в опасных зданиях. Приглашаю всех к серьезному сотрудничеству в этом вопросе, добавил он. В конце прошлой недели, 17 февраля, в администрации Стамбула насчитали 318 зданий, которые могут моментально обрушиться в случае землетрясения. В них проживают 10 тысяч человек. И еще 1525 относятся к категориям Д и Е высокого риска. Мы подготовили план сначала для 318 зданий, где проживает 10 тысяч человек. Дома будут эвакуированы. Владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры, рассказал помощник генсекретаря Стамбула Бугра Гөкче. Он добавил, в городе уже 4-й год действует совместно с техническим университетом программа бесплатной оценки устойчивости домов за 90 дней. За 3 года власти получили около 30 тысяч обращений, а за период после землетрясения 6 февраля поступило почти 40 тысяч заявок, рассказал он. В Турции число погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших на границе с Сирией 6 февраля, выросло до 43 556 человек. Такие данные турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу привел в среду 22 февраля. В то же время в соседней Сирии количество погибших достигло 6747 человек, сообщил в этот же день Сирийский наблюдательный совет по правам человека. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предостерег от использования ядерного оружия в войне России против Украины. Применение так называемого тактического ядерного оружия совершенно неприемлемо. Пора отступить от края пропасти, заявил он на открытии чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду 22 февраля. За последний год мы не просто стали свидетелями страданий и опустошения. Становится все более очевидно, что может быть еще хуже, подчеркнул Гутерреш. С аналогичным посылом выступил и председатель Генассамблеи Чебаки Риши. Он призвал Россию положить конец этому адскому кровопролитию.